Итак, здравствуйте, в эфире программа «Дебаты». И тема нашей сегодняшней программы, тема нашей сегодняшней встречи – это что нужно изменить в системе эстонского спорта и его финансирования. По этому поводу сегодня в студии, помимо представителей спорта, гостей нашей студии, у нас представляют кандидаты в депутаты Риги Когу Эльдар Эфендиев, депутат Риги Когу, фракция центристов, член комиссии по культуре и спорту, Роберт Андропов, депутат Риги Когу, бывший реформист, бывший руководитель эстонской полиции, член правовой комиссии, Юрий Мишин, депутат Нарвского городского собрания, член ревизионной комиссии, Ассоциация российских соотечественников, бывший начальник хоккейной команды Крингольм. И Эркинол, депутат Риги Когу от партии ИРЛ, олимпийский чемпион и член Олимпийского комитета. Итак, первый вопрос. В последнее время в средствах массовой информации и в кругах спортивной общественности идет дискуссия о реструктуризации эстонского спорта и его реформе. Нужны ли эти изменения и, если нужны, то какие в первую очередь? В нашей комиссии неоднократно были представители от спорта. И первое, наверное, что они отмечали, это то, что сегодня организованная структура эстонского спорта стала несколько бюрократизированной и тяжеловесной. Это первое. То есть, по большому счету, управление и непосредственно те, кто занимается спортом, они очень серьезно друг от друга удалены. И вторая вещь, достаточно сложная, которую сегодня тоже нужно, наверное, решать, это вопрос финансирования. Именно структурного финансирования, а там схемы и все остальное, это уже другой вопрос. Да, естественно, жизнь двигает вперед, так сказать, новые начинания и реформы. Поэтому сам, будучи еще с детства в спорте, возглавляя на данном этапе Федерацию бадминтона, вижу все проблемы в сегодняшнем спорте как бы реально и каждодневно. Поэтому, конечно, всегда можно все ссылаться, что не хватает денег, не хватает спортивных сооружений и объектов, но я бы сегодня подчеркнул, наверное, самое главное, что особенно бросается в глаза, ездя по Эстонии и по разным ее регионам. Я, например, считаю, так же, как мы давно говорим уже об административной реформе нашего государства, когда нужно объединить маленькие волости, уезды и так далее, точно так же нужна региональная реформа спорта в нашем государстве. Нельзя развивать отдельные виды спорта где-то на юге Эстонии, будем называть это оттепе, и забывать о тех видах спорта, где у нас есть и чемпионы мира, и чемпионы Европы в других регионах. Например, здесь же вида Вирума, то есть не выделяя денег ни тренерам, ни денег на строительство объекта. Поэтому я считаю, и в спорте должен быть обязательно региональный подход, а остальное все уже, так сказать, придет, и я надеюсь, мы сегодня в передаче и о остальных проблемах еще поговорим. Что такое массовый спорт? Что такое детский спорт? Что такое спорт для инвалидов? Что такое спорт высоких достижений? Это все сегодня должно включено быть в законы о спорте, в постановление правительства. Вот я с удивлением узнал, что на эти годы сокращено финансирование обучения детей плаванию. Сколько у нас будет еще утонувших из-за этого? Вот надо в первую очередь на это посмотреть. Ведь спорт, он возвращает потом сторицей детей здоровых. Не надо будет бороться с наркоманией, там, с пьянством, с другими вещами. Спорт завлечет. Спорт, в конце концов, интернационален. Мы не смотрим, кто какой национальности, если он хороший спортсмен. Поэтому я считаю, что очень много проблем, которые заключены на самой вершине власти, и спорт должен здесь стоять в первых рядах. Спорт – это то, что нас объединяет, то, что нас оздоровляет, и то, что нам дает надежду на счастливое будущее. Но я думаю, что сначала как-то что-то менять, тогда нужно есть какой-то план. Как у тренеров есть тренировочный план, что тренер знает, что мы хотим через 2 года получить такие результаты, тогда нужно такие вещи сделать. Я думаю, что у нас в Эстонии сейчас самая большая проблема, что мы не знаем, что мы хотим через 5 лет получить, какие спортивные результаты, какие результаты мы хотим Олимпийские игры в 2020 году. И тогда я думаю, что
Я думаю, что это самая большая проблема, что мы не знаем точно, куда мы хотим идти. Мы хотим назад принести спортивные школы, а это дают такие возможности, какие цели у нас нет. Я думаю, нет сейчас. Но что начинать менять спортивную эту реформу, нужно менять сначала у нас в школах физической подготовленности. Каждый день нужно уроки физической подготовленности. Тогда тренер может начинать работать как профессиональный тренер. А сейчас мы все тренеры нужно заниматься движением, а это не спорт. И мы какой другой стороны. Следующий вопрос. В каком состоянии на сегодня, по вашему мнению, находятся в Эстонии спортивные объекты, спортивные базы, стадионы и так далее? Вот, Эркин, пожалуйста, вы первый. Что, на ваш взгляд, в этом плане нужно поменять? Ну, я думаю, что мы как я закончил, там, у нас нет плана. Мы очень много инвестировали там, в лыжный спорт. Последние 4 года где-то побольше 300 миллионов эстонских крон. Это, по-моему, это неправильно. И поэтому у нас есть, конечно, очень многие хорошие спортивные объекты. Но в Таллине разве у нас 3 великолепные манеж, легкий атлетик манеж. У нас есть разные места, но у нас нету такой, мы не знаем, куда мы хотим строить. Но, скажем, здесь, Нарва, ни одного стадиона. Мы не можем организировать эстонских чемпионов для легкой атлетики. Это нереально. Большой регион, а стадион нет. Чтобы мы как строим сейчас спортивная база, туда, немножко туда. Кто лобби сделает, то деньги получает. Это неправильно. И более-менее я думаю, что у нас нормально сейчас. Как-то равнительно 10 или 20 лет назад, но у нас нужно какой-то план. Какие виды, но как Нарва хоккей, сюда нужно строить все возможности, что хоккей наверх пойдет. Другие города другой, но такие планы нужно сделать сначала. Но сейчас деньги есть, государство что строит, но мы только у нас нужно знать, какие манежи мы хотим. Проблемы сегодня со спортивными сооружениями, с залами следующие. Ну, во-первых, если это спортивное сооружение находится в частных руках, то там может на первое место ставиться вопрос достижения прибыли. Вот короткий пример. В Нарве хоккейный стадион, он находится в муниципальной собственности, и, в общем-то, у нас там установлены приемлемые цены. И массовое катание, и хоккейные команды тренируются всех возрастов практически. А вот в Таллине несколько раз выше аренда того же льда. И поэтому невозможно там нормальному, средний доход, если у родителя есть, он не может детей своих направлять кататься на фигурное катание, на хоккей. Поэтому как можно больше должно быть и муниципальных сооружений. Во-вторых, не надо ставить большие налоги на спортивные сооружения. Все-таки, если это используется для развития спорта, особенно массово, эти налоги должны быть сведены к минимуму. Ну и последнее. Безусловно, в каждом регионе должен быть набор сооружений, как сказал Эркин, чтобы можно было в любом виде спорта выявить наши звездочки. В общем-то, каждому региону присущен какой-то свой характер в спорте. И, может быть, даже с Эрки не совсем соглашусь, что мы сначала должны написать какую-то умную стратегию и программу развития, а потом уже, так сказать, начинать что-то строить и создавать. Я думаю, давайте сначала посмотрим на то, какие люди, какие спортсмены в каких регионах у нас есть. Абсолютно четко сложились же у нас традиции, скажем, с теми же тренерами по специальным видам спорта. Здесь в Видавирума и в Нарве. Здесь есть выдающиеся спортсмены. То есть там, где уже что-то есть, туда нужно и добавлять, давать. Именно приумножая вот этот энтузиазм, который сегодня здесь все построено на энтузиазме, еще помогать и материально. И эти результаты будут еще более лучшие.
А что касается всей Эстонии, то, естественно, вот здесь вот правильно заметили, что все начинается со школы, поэтому общедоступные виды спорта, такие как те же снаряды, фитнес-залы, футбольные поля, должны быть в Эстонии повсюду, чтобы наши дети не болтались на улицах, а занимались действительно физкультурой. Я, с одной стороны, соглашусь со всеми теми, кто эту тему сейчас осветил среди нас, но, с другой стороны, я все-таки поднял бы вопрос о том, что можно построить хороший спортивный комплекс, и через 2 года мы этот хороший спортивный комплекс можем потерять. По одной простой причине. Потому что нет средств для того, чтобы содержать этот хороший современный спортивный комплекс. И далеко за примерами ходить не надо. Это, наверное, самая такая большая проблема. Я, если дополню, тогда где-то соглашусь с коллегой Эркинолом, что без стратегического плана, где будут включены государственные интересы, региональные интересы и муниципальные интересы, а также и спортивные интересы, сегодня очень сложно построить стратегию строительства и поддержания объектов. Муниципалитеты, даже имея очень хорошие спортивные комплексы, они на своих плечах их вытащить не смогут. Итак, мы переходим еще к одному из острых вопросов. Это зарплаты наших тренеров. Их размеры в сравнении с педагогами общеобразовательных школ. Вот как можно изменить ситуацию? Это действительно, наверное, может быть в спорте самая острая проблема, потому что, как обычно и в педагогике говорится, какая у ребенка семья и в какой школе и с какими преподавателями он воспитался, от этого зависит вся его дальнейшая жизнь и судьба. Поэтому в спорте точно так же. Тренер в спорте – это А и О. И вот эти, может быть, еще сегодня немногочисленные наши олимпийские чемпионы и чемпионы мира, они рождаются именно под руководством своих профессиональных тренеров. Поэтому, говоря о том, что сегодня тренерам, может быть, платится вполне недостойная зарплата, как бы хотелось, то, естественно, сегодня нужно абсолютно четко и смело заявить, что тренера уже давно пора приравнять к статусу педагога, то есть и относиться к тренеру и с точки зрения зарплаты точно так же, как к педагогу. Естественно, это в многом зависит от обучения, переобучения тренеров и получения квалификации тренерами. То есть все тренеры должны точно так же учиться, повышать свою квалификацию. И я думаю, что эта тема, она уже поднята и поднята в Риге Коку и вынесена на общий спортивный конгресс, который недавно состоялся. Поэтому я думаю, что тренерами надо серьезно и четко заниматься. Действительно, все очень просто. Если ребенок хочет заниматься спортом, он выбирает тот или иной вид спорта, и второй его шаг, он смотрит, к какому учителю он пойдет. Я в свое время пошел к учителю, который среди гостей находится здесь, и я был очень доволен своим выбором и доволен до сих пор. И действительно, без учителей, без тренеров спорта не будет. Будет занятие спортом, а достижений, наверное, не будет. А все-таки спорт, он ориентируется на достижения. Поэтому если страна будет поддерживать тренеров по-настоящему, а не только через систему требований, а также будет поддерживать и зарплатой, и помощью, и какими-то другими поощрениями, я думаю, что повысив статус тренеров, мы повысим статус нашего спорта.